Легендарные люди в ресторане «Легенда». Интервью с известным калмыцким художником и поэтом Тимуром Цанхлаевым. В 1985 году родился зимой, в январе, 8 января. Это была очень снежная зима, и когда отец привез нас с роддома, мама удивилась, папа говорит, приехали, все, вот. Мама вышла, говорит, степь. Весь поселок занесло снегом полностью. Шатак Кишиневского района. Вот в эту зиму я родился. Ну, в Шатинской средней школе всегда с благодарностью вспоминать школу. Там я научился очень-очень многому, помимо того, что должна давать школа. Ну, например, тодобичик, знание тодобичик я получил еще в школе. И до сих пор пользуюсь письменностью, этим навыком. Закончил, хорошо закончил и поступил в Эльсинское училище искусств. Тогда не было, училище искусств не было художественного отделения. Тогда было Ростовское училище, филиал, калмыцкий филиал. Я туда поступил. Потом там что-то случилось, его переформировали, и это стало отделением училища искусств. И я в итоге закончил училище искусств имени Петра Ильича Чумшова. Я учился 6 лет. Это была рекомендация моего учителя, я ее послушал. Мушулаев Мерген, он сказал, что поступать мне дальше выше никуда не надо. Потому что есть индивидуальность, есть свой почерк, который высшее образование может просто нивелировать, да. Мы потом сказали, будешь рисовать так, как твой учитель будет рисовать. Точно так же. В 2009 году стал работать в школе искусств номер 1 на Ливаневского. Проработал там до 2011 года. Потом был какой-то период поисков себя. В итоге очень сложно вообще молодому художнику где-то заработать. Тогда, по крайней мере, было, когда интернет не был так развит. Хотя он уже вроде бы все это соцсети были. Я начал работать охранником на овощном рынке. Но при этом я не бросал творчество, занимался. Проработал там очень много, на самом деле, охранником. Потом стал работать в театре кукол. В театре кукол я отработал почти 1 год и тоже ушел оттуда. И сейчас я вот на вольных хлебах. Просто там очень много надо времени отдавать театру. Я не делаю ничего для себя фактически. Вот, это у меня вообще всегда по-разному происходит. Иногда я четко знаю, что я буду рисовать, каким материалом, какой сюжет, как будут детали выглядеть, я это четко иногда знаю. Обычно к такому знанию приходят какие-то наброски, я их делаю постоянно, и потом из этих набросков нахожу лучшее или комбинирую что-то там из 2-3. И прихожу. Это вообще самый правильный классический вариант, как учат. Делать эскизы, наброски, этюды и постоянно к этому потом приходить. И к задумке какой-то приходить. Но очень часто у меня спонтанно рождаются вещи. Просто я иногда могу что-то увидеть и вдохновиться. Но в последнее время, да, я рисую фольк. Все народное, все фольклорное. Изначально я хотел быть художником на историческую тему. Очень сложная, очень большая тема. И я стал увлекаться историей нашего народа в первую очередь. И понял, что в истории очень много белых пятен, очень много трактовок. Почти столько же, сколько историков, столько трактовок. Не считая еще непрофессионалов, которые везде там, такой шум мощный создают, что сложно понять, где правда, где нет. И поэтому я как-то подумал, наверное, надо заняться фольклором. Там, где не требуется четкой документальности. Почему фольклор? Потому что меня это вдохновляет. Это, во-первых, как бы в первую очередь я делаю именно то, что нравится мне. А уже думаю о том потом, понравится ли это другим, купят ли это другие. Я понимаю, что надо всегда находить баланс, чтобы не сделать крен не в пользу этого коммерции, когда просто художник перестает быть художником, а каким-то мастером-бизнесменом. И не в сторону бедного художника, потому что у меня семья, мне надо жить, мне надо зарабатывать. Вообще считаю, что человек искусства, он должен зарабатывать, должен уметь зарабатывать. Поэтому я стараюсь найти баланс, и я считаю, что в том, что людям нравятся там котики и натюрморты, в первую очередь вина моя.
ну, не имею в виду не моя лично, а моя как художника. Потому что именно мы, творческие люди, формируем вкус. Если я буду все время рисовать ту тему, которая мне нравится, и показывать, я в конце концов начну убеждать хотя бы какую-то прослойку общества, каких-то людей, что это нужно, это красиво. Не всегда спрос рождает предложение, иногда наоборот, мне так кажется. Сейчас на данный момент мое имя приносит мне доход. Я уже стал не безызвестным, по крайней мере, в масштабах республики. Меня люди знают, очень часто останавливают на улице. И очень многие обращаются ко мне именно потому, что знают меня как художника. И очень многие приезжие люди тоже, когда приезжают сюда, у вас есть какой-нибудь местный художник, и им говорят мою фамилию, они находят меня, и часто тоже с других регионов заказывают картины мне именно на фольклорную тематику. У меня люди с Москвы, с Сибири покупали, не считая тех, кто за границей. Вообще я живописец, и мой учитель живописец учил меня писать именно маслом. Чуть-чуть акварелью, но акварелью мы так не особо-то, и я тоже считаю, что я еще пока не могу. Но теперь я понимаю, что я не узкий специалист в этом плане. Мне нравится и графика. Вот сейчас в последнее время меня многие знают именно как художника графика, когда черно-белые рисунки. После того, как я побыл художником театра, я понял, что у меня возможности еще шире. И я могу теперь почти что много. Это я еще скульптуру свою никогда не показывал никогда. Иногда я этим занимаюсь. Просто я не делаю в твердой форме скульптуры. Я пока что все в пластилине и в глине. Ну, когда-нибудь я отолью и что-нибудь покажу. Ну, насчет планов на будущее, я ничего не планирую никогда, потому что я верю в то, что будущего нету. И смысл что-то планировать, если я не знаю, что вообще будет потом. Жить. Мой план на будущее. И радоваться жизни. Как только мы начинаем планировать, мы перестаем быть счастливыми. Мы начинаем думать о том, что будет, планировать, потом мы начинаем расписывать свое будущее. Когда оно наступает и где-то получается не так, мы понимаем, что мы несчастливы, мы потом сделаем вот так, по-другому. И вот эта вот цепочка постоянно ощущение дискомфорта человек создает. А когда не планируешь, ты живешь счастливо. Был момент, когда я в Хуруле увидел Ваджрапани. Ну вот я пошел в Хуру, был какой-то молебен, я не помню. Монахи читают мантры. И я сижу, я чувствую, что у меня состояние такое, как будто я хочу спать. И я борюсь с собой, потому что ему нехорошо. Все люди молятся, а тут сейчас еще захраплю. Ну и я чувствую, что мое сознание в какой-то туман проваливается. И я глаза так стараюсь держать открытыми. И я вижу, что все потихоньку уходит вот куда-то туда, все становится мутным. В итоге я кроме белой пелены ничего не вижу. И на фоне этой белой пелены начинает прорисовываться Ваджрапани. Я прям запомнил, как он держал Ваджру. Все я запомнил, тигриную школу, которая у него тут, черепа, клыки, я все это запомнил. И потом я когда спросил у монахов, они сказали, ну это... В общем, либо ты посвящаешь, да, себя ему, и постоянно это делаешь, читаешь мантры, либо ты в прошлой жизни этим занимался. Но я говорю, я нет. Потому что так, просто так людям не приходит. Испугался я другого. Я читал мантры зеленой тары. И я сидел, читал мантры, я закрыл глаза. Он тут рисуха читаю. В какой-то момент я открываю глаза и вижу, как тени по потолку бегут по сторону. Вот это было страшно. Но мне показалось, что это были человеческие тени. Это было вечером при электрическом освещении в квартире в однокомнатной. И балкон был открыт, окна были открыты. И такое ощущение, что оттуда вот в мою сторону по потолку бегут, вот так ползая на четвереньках тени.
Я раньше был очень вспыльчивым и очень поддавался гневу часто. Это становилось, естественно, причиной многих проблем. Ну, как-то каким-то образом я стал более спокойный и себя сдерживать стал. А в сложных ситуациях, когда мне хочется вспылить, я стараюсь глубже дышать и внимание больше обращаю на дыхание, собственно, чем на ситуацию. И таким образом я немножко успокаиваюсь и уже принимаю более взвешенные решения. Бывает, когда я выгорел, творчески выгорел, когда много-много работаешь, картина за картиной, особенно заказы очень сильно выматывают, потому что очень часто в заказах ты рисуешь не то, что ты хочешь, а то, что хочет другой человек. И потом у тебя становится тот момент, когда у тебя нет ни мыслей, ни рука нормально линию не ведет, там не видишь цвет и все такое. Я тогда включаю мантры Сарасвати. ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। И вот это реально помогает. Просто вот всем, кто занимается творчеством, я рекомендую попробовать, потому что Сарасвати, она в индуизме и в буддизме это покровительница творческих людей. Я не знаю, насколько ее много в буддизме и отличаются ли индуистские мантры от буддийских. Лично я то, что нахожу в интернете, то включаю. Может, это индуистское, но я верю в то, что мне это поможет. И это действительно помогает. Я просто слушаю, я раскладываю там прямо вот перед работой все, что надо, раскладываю. И в какой-то момент начинаю рисовать. Прям не что-то резко ко мне пришло, а вот как бы невзначай. И очень часто я даже не осознаю, что я уже начал работать, а потом вижу, я же уже работаю. И у меня силы, и начинаю понимать, что у меня есть и силы, и идеи какие-то появляются. И это реально помогает. Теперь, когда нет возможности, да, вот я жил на 2-м микрорайоне, я выходил за 9-й микрорайон в эту балку, где был Ярмарочный пруд. Там гулял, да, степь, природа очень помогает. Одинокий тополь. Просто в степь выйти вообще рекомендую всем. И заодно прибрать срач, который двуногие животные оставляют. Тоже хорошее дело. Как я стал художником? Ну вот, кстати, еще одну историю могу рассказать. Мама говорит, что она лежала с женой художника Хохулина. И она говорила, что у него родилась дочка. И в роддоме, когда нас выписывали, медсестра перепутала меня с ней, с этой дочкой, вынесла дочку. И она типа потом только поняла, что это был знак, что дочку художника вынесли, и стал художником. А вообще у меня отец закончил худграф в Невономыске и преподавал в Шатинской школе, потом работал в Шатинском сельском клубе. Даже выигрывал конкурс один республиканский, и так случилось, что эта работа его уехала дальше, то есть это был какой-то этап всесоюзный, уехала дальше уже под другой фамилией, то есть не под фамилией Цанхлаев Геннадий. Как-то взяли и отобрали. Вот. Я рос в этой атмосфере, мне отец рисовал, я это видел и с детства. Двоюродные братья рисовали уже по материнской линии. То есть мне деваться вообще некуда было. С той и с другой стороны у меня все рисуют. И лепили, вот один из них стал скульптором. Дома висят мозаики отца, которые он делал из цветной проволоки от разной техники. Он их настригал, собирал в банки разные, красные, синие, зеленые отдельные. Потом эти
из этой проволоки делал мозаики. Очень интересно. Я нигде не видел такой техники. Мама у меня бухгалтер сельского совета. То есть обычная профессия. Они оба шатинцы. Их родители, мои дедушки, они были друзьями. Прям с постсибирского периода, может даже и сибирского, я даже не знаю, но они очень-очень дружили. У меня родная сестра младшая, она сейчас живет в Подмосковье, муж, все хорошо. Сестра у меня закончила музыкальную школу в Шате. В Шате была музыкальная школа. Закончил с отличием по классу домбры. Вот. Но осталось это у нее как хобби, она иногда бренчит на гитаре, поет очень красиво. Вот. Но это все равно это какой-то другой вид творчества. Но зато ее дети, дочка у нее рисует. И она маленькая была, она говорила, что на земле есть только два художника, мой Нахка и Ягод. Молодым не боятся. Молодые все знают, в принципе, слушать советов, это, конечно, понятное дело, но они больше знают, чем художники старшего поколения, на самом деле, как жить в этом мире, который быстро развивается и меняется, и очень такой техногенный, очень медийный мир. И они, в принципе, знают. Вот художникам, которые уже состоялись, очень многим не хватает медийности. Я бы их советовал просто показывать себя в соцсетях, показывать себя на улице даже. В общем, надо делать так, чтобы люди знали. И когда я делал опросы ВКонтакте, кого знают из художников современных, знают в основном молодежь. Знают меня, знают Олега Чудотова, знают и Иру Надбитову, а художников постарше мало кто знает. Им не хватает медийности. Да и многим моим ровесникам не хватает медийности. И я бы советовал всем художникам побольше развивать контенты вот эти. Да, на этом требуется время, но это все вложение в себя, поэтому причем бесплатное. Поэтому надо развивать свои соцсети, показывать себя, и тогда имя начнет работать уже на тебя. То есть ты вкладываешься в имя, потом имя твое будет работать на тебя. Ом Шрим Рим Сарасватьяй Намаха. Ом Шрим Рим Сарасватьяй Намаха.